Спасибо. Возвращаясь к встрече в Кремле, первая тема вашего разговора с Путиным, Владимир Владимирович ее сам поднял как раз наверх, завершение программы обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Чеченской Республики. Сегодня этот вопрос, по сути, закрыт. Велика ли тут роль и заслуга Владимира Владимировича? Он ведь поддерживал этот проект, вспоминал о нем регулярно, правда? Ну, во-первых, роль президента, она во всем. Почему? Потому что президент страны процессом первое лицо государства. Только одни майские указы президента создал миллионам наших жителей страны огромные такие хорошие условия. Почему? Потому что это и педагоги, это и врачи, то есть социальные работники, это и много-много других вещей. И обеспеченность школами, дошкольными учреждениями. Вот это работа именно президента, его указы. Они взяты на очень жесткий контроль. И, конечно, мы по этим указам отчитываемся. Это одно. Вот это в роли президента мы говорим. В послании президента, где много-много пунктов, где они очень жесткие и рабочие, они нужны для народа. Опять же, те же госсоветы, президиум госсовета, где обсуждаются глобальные вопросы, где лично президент руку на пульсе держит. Ну и, конечно, и другое направление. Это раз. Второе, да, я лично обращался к президенту страны по этому вопросу. И помощь президента именно и в решении вопроса о полозневой зоне, и в решении вопроса об обеспечении жильем вынужденных переселенцев, она первостепенна и колоссальна. Почему? Потому что личные указания, личная роспись, личный контроль, в том числе, этих объектов и этих проектов, дали вот такой результат. Да, здесь, конечно, правительство Российской Федерации, которое оперативно подключается под эти указы и поручения, Министерство федеральное, особенно Министерство строительства Российской Федерации, которое максимально помогает в этих проектах, направлениях. Поэтому в комплексе это вот задача, выполнение общей задачи. Но мы действительно закрываем этот вопрос 100% сейчас. Да, мы закрываем этот вопрос 100%, как обеспечение жильем вынужденных переселенцев и поздневиков, как мы привыкли говорить. Да. И это две такие очень сложные социальные программы, которые держали социальной напряженности населения. Но здесь я подчеркну, что есть еще две категории из этих лиц. Да? Первая категория, например, если мы берем оползневую зону, есть те, которые не согласны с зоной переселяться. Ну, я тоже их понимаю в какой-то степени, в плане того, что там добротное кирпичное домохозяйство, там. И они живут по меркам того, что вот со мной это не случится. Да? Почему? Потому что эта проблема стоит не сегодня, она стоит где-то 60-х годов. И они думают, что я еще 60 лет проживу, еще 100 лет проживу. И поэтому с ними надо индивидуально работать. Это одна категория. Вторая категория людей и там, и среди вынужденных переселенцев, это те, у которых есть решение судов. То есть они по списку не вошли в списки людей, по тем семьям, которые мы формировали. И они потом уже начали делать продлевать статус беженцев или вынужденных переселенцев. Они начали через суды определенные документы или решения судов получать по поводу того, что им государство обязано. И вот эта категория в том числе, это где-то, я думаю, что две сотни людей. И мы с ними индивидуально должны работать. И будем работать. И вот по ним будет создана, она уже создана рабочая группа, с которой мы каждый месяц, в течение месяца с каждым индивидуально будем работать. И те люди, которые, нуждаются, имеют право по закону, мы уже будем принимать решения уже на уровне получения сертификатов через Минстрой Российской Федерации или на уровне оказания помощи через уже наш скудный бюджет Республики Ингушетия. А те же, которые прикрываются вот этими решениями, еще какими-то вопросами, конечно, мы там тоже будем индивидуально работать, в том числе по вопросу обжалования, принятия мер. Почему? Потому что мы в каждой проверке, как минимум из 10 человек, 5 человек выявляем те, которые незаконно хотят или уже повторно хотят что-то получить. Я почему это сказал? Я для того, чтобы успокоить тех людей, кто искренне нуждается, законно нуждается. Они по закону имеют право, но по какой-то ошибке, по каким-то причинам не попали
вот эти списки и оползневиков, и вынужденных переселенцев. Я хочу их успокоить и сказать, что отдельная рабочая группа в этом направлении работает. И ну, я еженедельно по этим вопросам я сам лично буду заслушивать, что сделано. И потом и в Малгобеке, если брать там оползневиков Малгобека, Малгобекского района, и в Назране, если брать вынужденных переселенцев, мы встретимся.